Челнинский татарский драматический театр и его художественный руководитель Олег Кинзягулов стали победителями всероссийского проекта «Театр на прокачку». Как коллективу удалось добиться такого успеха, в сюжете Лилии Гатиной. Первый шаг на пути к победе татарский драмтеатр имени Аяза Гилязова сделал еще весной. Тогда подали заявку и начали усиленно разрабатывать новые программы и методики работы, вспоминает художественный руководитель Олег Кинзягулов. Конечно же, это первый момент – это работа с сайтом. Сайт от Алаверса все-таки по некоторым таким особенностям с нового года Алаверса начнет работать. Это также ребрендинг. Ну и, естественно, это офлайн практики, лекции, мастер-классы с представителями столичных московских театров. «Театр на прокачку» – это новый проект Союза театральных деятелей России. Он направлен на комплексную поддержку российских учреждений культуры. В этом году в «Театр на прокачку» заявились 26 коллективов. 4 из них стали лучшими, в том числе и челнинский. Плечи к ушам, снова сильно напрягаем ягодицы, кисти, мышцы лица. Испугались. С 15 декабря в рамках проекта для артистов Татарского драматического театра состоятся мастер-классы под руководством актрисы Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Нины Амелиной. Артист – это такое синтетическое существо, которое должно и двигаться, и прыгать, и бегать, и танцевать, и при этом не задыхаться. Я думаю, что ребята с этим справляются, а мы просто поднастроим наши речевые аппараты, потому что я сегодня ребятам сказала, что мы наше чудесное тело воспринимаем как музыкальный инструмент, который просто нужно настроить, чтобы он звучал. У ребят музыкальные инструменты есть, они этот музыкальный инструмент любят, осталось только его чуть-чуть подладить. Уже 21 декабря труппа театра планирует удивить горожан очередной премьерой. «Волшебная рубаха» написана Айгуль Ахмедгалиевой по мотивам татарских народных сказок. А также на сцене покажут новогодние спектакли. Лилия Гатина, Айдар Мусин, новости Челны ТВ.